Число выявленных новых случаев с коронавирусом растет. Суточный прирост в Ингушетии составил 39 человек. За все время более 16 400. Скончались за все время 197 человек. 20 пациентов в тяжелом состоянии, 11 на ИВЛ. В детской республиканской клинической больнице лечения проходят 16 детей с коронавирусной инфекцией. Двое из них в тяжелом состоянии на респираторной поддержке. В ДРКБ детское ковидное отделение работает с апреля прошлого года. За это время медики вылечили более 700 детей. Летальных исходов не зарегистрировано. Из красной зоны репортаж Хавы Газиковой. Что у тебя болело? Корт-лазер. Корт-лазерха, да? Да. Хафа-лазерха. Чи-лазер. Сначала думали, что обычный ОРВИ, а оказалось COVID-19. С таким диагнозом девочка поступила в ДРКБ неделю назад. Из всей семьи 6-летняя Зулейха единственная заболевшая. Откуда ребенок подхватил инфекцию, неизвестно. Сейчас девочка идет на поправку. Чего без бега, Зулейха? Без Б. Тамара Муталиева в палате одна. 17-летняя девушка сначала пыталась заниматься самолечением. Однако высокая температура не спадала несколько дней подряд. Это и стало для нее главным катализатором, чтобы сдать тест на COVID. До заболевания к вакцинации относилась скептически, а сейчас уже серьезно задумалась о прививке. Какими симптомами ты сюда попала? Температура, кашель и рвота. А вот в твоей семье ты единственная заболела или как? Нет, еще папа болеет. И вот как ты переживаешь ковид? У меня нормально, в легком форме. Когда ты узнала диагноз, было ли страшно? Нет, Вот твои первые мысли. не знаю, мне было страшно. Лишь по температуре ушла. Дети переносят COVID по-разному, чаще всего легко и бессимптомно, из-за чего ребенок становится скрытым переносчиком, да и распознать инфекцию сложнее, так как симптомы, которые проявляются при коронавирусе у взрослых, у детей не имеются. Ребенок, который переболел COVID-19, в течение нескольких месяцев после выздоровления может легко заболеть бактериальной инфекцией. Как пример, пневмония в тяжелой форме. Как заявляют врачи, это говорит о снижении сопротивляемости организма к вирусам. Поэтому маски, мытье рук, полоскание полости носа также необходимо и детям. Детское ковидное отделение в ДРКБ открыли в апреле прошлого года. За это время здесь вылечились более 700 детей от коронавируса. Ни одного летального исхода. Сейчас в больнице 16 детей. Двое из них в тяжелом состоянии. Они на респираторной поддержке. Кормят маленьких пациентов в основном кашами и нежирной пищей. Отрадно отметить, что дети получили полное комплексное лечение. В отделении проводится у нас в соответствии с методическими рекомендациями, которые нам спускает федеральный центр, а именно Министерство здравоохранения Российской Федерации. И в полном соответствии со стандартом лечения, со стандартом оснащения медикаментами у нас обеспечивается. Отличить коронавирусную инфекцию от ОРВИ без теста практически невозможно. При продолжительной высокой температуре нужно отложить самолечение, призывают врачи, и обратиться к медикам, которые поставят диагноз и назначат лечение. Хава Газикова, Магомед Шаухалов. Новости 24. По итогам заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с вакцинацией, ценами на ПЦР-тесты и решением проблемы фиктивных сертификатов о прививках. Так, Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор должны проводить проверку обоснованности цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля. Также необходимо тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата. В этой связи Минпромторгу поручено представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями на период до конца 2021 года. Роспотребнадзор, в свою очередь, должен подготовить предложение по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лаборатории на портал госуслуг до 2 часов с момента получения результатов. Что касается темы фиктивных справок о прививках, то решением этого вопроса займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.